В 2024 году все котельные Алекминского района оснащены современным оборудованием, обеспечивающим безопасность стратегических объектов сферы ЖКХ. Тревожные кнопки полностью оснащены видеонаблюдением. По реакции бригада Росгвардии совместно с МВД выезжает на объект, ну и, соответственно, по регламенту отрабатываем. Также мы сделали полностью ограждение. Несмотря на изношенные водосети в городе, год постройки 1987, эту зиму провели спокойно. Зима прошла в штатном режиме. Никаких аварий, ничего у нас не случилось. Нагрузка была большая? Ну, не очень. У нас самые холода, даже вот 3 котла работало. А так, если бы было бы еще холоднее, то 4-ю бы запустили. Уже этим летом будут начаты работы по замене водопроводных сетей. Одна из самых болевых точек Алекминского филиала. В ближайшее время ждем, конечно же, газификации, где у нас порядка 9 новых котельных будут строиться по городу. В этом году у нас реализуется федеральная программа. Мы будем менять магистральный водопровод протяженностью 4900 метров в городе Алекминск. В этом году, да, уже будем реализовывать. Также по федеральной программе «Чистая вода», хотел бы информацию дать, проект у нас на стадии завершения. Работу планируем начать в марте месяце до августа. Да, до августа. Мы завершение работ в августе месяце должны закончить. Надо отметить, что такие масштабные изменения стали возможны благодаря реализации федерального проекта «Чистая вода», инициированную президентом Российской Федерации. Да, это принесло пользу. Обычно бывали случаи, что воду в чайник заливаешь, кипятишь, да, были какие-то там смеси, примеси и все остальное. После реконструкции это уже более-менее стало. То есть мы как бы воду уже так наливаем, чай скипятили, попили. Старая котельная вообще труха была, а этот новый вообще это. И что вот водоканалу удалось Ну, водоканал вообще поменялся в лучшую сторону. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск.